Салям алейкум, Сергелер. С вами Элина Чекиева, и я снова рада приветствовать вас на нашей традиционной кухне Софрага Буернус. О том, как приготовить сегодняшнее блюдо, расскажет наш гость. Талантливая и лучезарная руководитель Центра культуры, искусств и спорта Зарина Гафарова. Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действие. Именно такой непростой путь от поставленных целей к своей мечте пошла героиня нашей программы. Влюбившись в танцы с детства и усердно занимаясь, Зарина Гафарова мечтала о создании Центра культуры, где обучающиеся смогут раскрыть свой талант и будут чувствовать себя как дома. И это ей удалось. Воплотив свою мечту в реальность и занимаясь любимым делом, Зарина Ханем гармонично совмещает множество профессиональных интересов. А самое главное, она старается постоянно развиваться и всегда стремится открывать для себя новые веяния. Уже сегодня Зарина Гафарова поделится изумительным рецептом, о котором вы скоро узнаете на кухне Софрага Буернус. Зарина Ханум, салям алейкум. Салям алейкум, Альвина. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Я тоже очень рада, что вы пригласили меня. Зарина, я вижу у нас на столе мидии. Какое интересное блюдо мы сегодня приготовим? Мы сегодня будем готовить мидии в сливочно-чесночном соусе с рисом на гарнир. Интересно, почему ты выбрала именно это блюдо? Потому что я очень люблю морепродукты и считаю, что они поддерживают молодость, красоту, в них очень много полезных веществ. Решила приготовить именно их сегодня. Здорово. Хочу сказать, что такого у нас в программе еще не было, это такая новиночка. Давай перечислим, какие продукты нам необходимы. На самом деле нам нужно немного ингредиентов. Это мидии, сливки, сливочное масло, лук репчатый, чеснок и сванская смесь. И рис, конечно. Подготовим продукты, нарежем репчатый лук, чеснок, потом приступим к приготовлению. Хорошо, тогда начинаем с нарезки. Берем лук, нарезаем его мелко. Я буду за вами повторять. Зарина, будем с вами знакомиться. Расскажите о той маленькой девочке, которая мечтала о сцене. На самом деле мечта моя была не с самого-самого раннего детства. Меня привела на танцы моя подружка, с которой мы учились в школе. И она очень увлекательно рассказывала о том, как здорово заниматься в коллективе. И, можно сказать, зажгла во мне желание прийти. Я пришла посреди учебного года, это была зима. Даже не в начале? Не в начале, да, не в сентябре, когда был набор. И мне сказали, что набор уже закончен. Ладно, раз уже пришла, еще и без родителей, давай мы тебя посмотрим и решим, подходишь ты или не подходишь, будем тебя брать или нет. В результате просмотрели и сказали, ну хорошо, мы тебя берем. Так я стала заниматься в образцовом ансамбле эстрадного танца «Визави». Сколько вам было лет? Мне было 9 лет на тот момент. То есть я была не совсем маленькая, уже осознанный такой возраст, да. Чуть позже, через полгода, моя подруга вторая рассказывала мне увлекательно о втором ансамбле. И так я оказалась в ансамбле танца Джемилей. И так у меня по будням были одни танцы, по выходным другие. Вся неделя была занята, да? Вся неделя была занята, да. И на другой досуг у меня, собственно, не оставалось времени. То есть всю неделю мы ходили на тренировки. Хватало ли времени на учебу? Хватало. Я достаточно хорошо училась, закончила школу с серебряной медалью. Помимо того, что у меня было все загружено, и один руководитель и второй систематически намекали, что пора бы уже определиться и ставить что-то одно, но мне так нравилось и одно, и второе. В одном коллективе мне нравилась дисциплина, четкий порядок, в другом мне нравился сам коллектив, атмосфера, мальчики, девочки, постоянные выезды на конкурсы, концерты, что я не могла очень долго определиться, и так до конца 11 класса прозанималась в 2 коллективах, и потом поступила, и уже пришлось бросить коллективы посещению, но тем не менее я поддерживала связь с одним руководителем и со вторым. И позже стала работать в ансамбле, в одном из ансамблей, где я училась. Руководитель пригласила на работу. И так случилось, что когда я поступила в университет, на первом курсе у нас практически все уже подрабатывали. И я думаю, что я хуже, что ли. Нужно учиться, зарабатывать. Параллельно. Думаю, пойду в свою школу, поговорю с директором, чтобы он меня взял как свою ученицу, да? Да, как свою ученицу, руководителем кружка танцевального. Может, получится. Тогда у меня опыта еще совсем не было, я была очень робкой и приходила к школе 3 раза, я как сейчас помню, я приходила 3 раза и не решалась к нему зайти. В итоге он увидел меня в коридоре и говорит: «О, привет, как дела? Что мы тут сидим?»
Я говорю, ну так и так Батюшка пришла. вообще-то, да, 3 раза приходила? Да, я говорю, пришла поговорить с вами вот по поводу сотрудничества, как вы на это смотрите. Ну, как бы он знал меня хорошо, потому что я в творческой жизни школы все время принимала участие во всех КВНах, конкурсах, осенних балах. В общем, Вот были он такой активный, да, ученик? Да, ну, это, знаете, как дети, которые танцуют или поют, они на каждом празднике... Звездочки. Да, ты будешь. И не спрашивают, хочешь или не хочешь, ты будешь. Вот. Поэтому, конечно, директор знал о моих увлечениях, и он сказал, конечно, я очень рад, что ты пришла, давай пробовать, что тебе для этого необходимо. Вот все разузнал и взял меня на мою первую работу. У нас такой хороший директор, он так лояльно относился и ко мне очень так вот, как к дочке Ксении. Чуть позже моя руководитель одного из ансамблей, Светлана Дмитревич, она предложила мне поработать в ансамбле с малышками, и тогда я начала работать с детками, групповые занятия, тогда я начала работать с детками. Мы начинали вдвоем еще с одной девочкой и по очереди вели тренировки. Позже девочка перешла либо на другую работу, либо я не помню, как сложилось. Вы остались одни? Да, и я осталась одна, и с каждым годом у меня добавлялась групп, все это дело получалось, и так мы стали развивать. Здорово. Зарина Ханом, я знаю, что ваш выбор остановился на университете культуры и искусств. То, чем я занималась, мне очень нравилось, и, как вы видите, было все мое свободное время занято танцами. И когда встал выбор профессии, то, конечно, вопрос для меня лично в душе не стоял. Я хотела очень быть руководителем. Были примеры тех женщин, подтянутых, красивых, всегда целеустремленных, улыбающихся, всегда на людях, в обществе. Вот. И, конечно, я хотела быть похожими на них, и выбрала эту профессию. Да, это стимулировало, и это подстегивало, и мне нравилось это. И я сразу для себя еще в детстве решила, что я буду преподавателем танцев. Моя бойконашка сказала категорически нет, что это за профессия такая, дрыгать ногами ты не будешь. Несерьезная, да? Да. Они, наверное, хотели медицину, либо... Да, это вообще несерьезно, и что это вообще за профессия такая? Давай что-то думать другое. И я пошла, опять же, с моей подругой на курсы... Это та же подруга была или другая? Да, это, кстати, была та же подруга. Такая активная подруга. Мы пошли на курсы подготовки в Крымский индустриально-педагогический институт, и я для себя выбрала, что я буду бухгалтером. Вот. И, отходив на курсы с октября по май, передумала и решила, что все-таки не буду. Своему, да, не мое это. И походив туда на курсы и поняв, какие там будут предметы, что это за вид деятельности, вплотную ознакомившись, я решила, что я не буду бухгалтером. Все-таки я поступлю туда. Возможности параллельно учиться не было. И необходимости тоже, потому что мне нравилось то, чем я занимаюсь. Да. Я думаю, что это самое главное, когда то, чем ты занимаешься, приносит удовольствие. Да. Зарина Ханом, я вижу, вы нарезали лук. Да. На подготовительном этапе это все сгрузим в тарелочку. Как часто готовите дома? У меня очень много времени уходит, конечно, на работу, но готовлю я тоже. Я люблю очень готовить. Что любите готовить? Кувите, самсу, пасты люблю и с морепродуктами, и обычные. Это ведь самое важное, чтобы женщина умела готовить и готовила это все вкусно. Так, лук мы нарезали. Что мы сейчас делаем? Нарезаем чеснок очень мелко, квадратиками. Очень полезный, да, я вообще очень люблю чеснок в блюдах, он придает свою пикантность и вкус особый. Зарина Ханом, интересно узнать, как вы пришли к созданию Центра культуры, искусств и спорта. Это откуда столько смелости? Откуда столько смелости? Это точно, это смелость в меня. Неужто ли подруга помогла? Нет. Вот тут точно не подруга помогла. Я к этому очень долго и тернисто шла, и очень много работала на других людей. И эта мечта, она была во мне и таилась очень много лет. Но, к сожалению, не было возможности, вот, потому что нужен был и стартовый капитал, все это осуществить. И как-то мне хотелось сделать что-то масштабнее, чем у меня было, потому что я понимала, что уходить в то место, где хуже, чем я работаю, как бы мне бы не хотелось, мне бы хотелось расти, да. А расти я долго думала, как бы, что и куда уходить, и как развивать. И поняла, что если даже я и буду уходить, то мне тут все нравится, но хотелось бы что-то создать свое. Сколько лет мечтали об этом? Года 3, наверное, 4. Он у меня уже был готов, выношен, и со всеми там подсчетами, расчетами, бизнес-планами он у меня был, но я не решалась, понимала, что мне нужен будет большой стартовый капитал, и поэтому
не могла это дело осуществить. И брата своего задействовала для того, чтобы помоги мне дойти до своей цели. Мы хотели там на него оформить, а для этого нужно было, чтобы все документы, чтобы он по новой переучился, чтобы он получил эти корочки от государства там, по бизнес-планированию. Я его подключила во все процессы, в итоге он мне сказал, зачем мне это вообще надо? Ты со своими делами втянула меня в какую-то аферу. Тем не менее, когда очень хочешь и к чему-то идешь, все находится, и возможности, и люди, которые тебе нужны, какие-то зажглись просто и прониклись моей идеей, и решили со мной в начале пути работать не за деньги, а за идею, и потом мы пришли к тому, чтобы зарабатывать деньги. Ну, самое такое значимое — это поддержка. Кто был с вами на начальном пути? Ну, конечно, это моя семья, мои родители, вот, мама, брат, и они меня всячески, конечно, поддерживали на этапе создания. Вот. Остальные, наоборот, не поддерживали, говорили, зачем ты такое вообще масштабное делаешь, и зачем тебе это надо, и ничего у тебя не получится, потому что зачем ты так замахнулась. Я хочу сказать, что это меня не остановило, а наоборот, подстегнуло к созданию, и я решила внутри себя, что я докажу, что все-таки все получится. И зря так люди думают, что ничего не получится. Безусловно, страшно, и ты не знаешь всю там сферу, все нюансы, потому что я вообще человек творческий, с бизнесом не была связана до момента создания, и все нюансы по финансам, налоговому обложению, бухгалтерии. Вообще для меня это все новинка, и я по сей день учусь и периодически хожу на всякие курсы, у специалистов узнаю нюансы, постоянно знакомлюсь, плюс законодательство, оно все время меняется, нужно быть в курсе. Нужно идти в ногу со временем, да? Нужно идти в ногу со временем, да, и быть немного аналитиком, а не творческим человеком, поэтому мне приходится и тут, и там над собой работать. Умело вы это совмещаете, все и творчество, и я стараюсь. И качество. Мы немножко подготовимся к финальному этапу нашего блюда, поэтому мы подготовим зелень, нарежем мелко укроп и петрушечку. Хорошо. Вот. А я, пожалуй, нарежу укропчик. Люблю помогать своим гостям. Зарина, как вы определились с названием центра? Да, мне хотелось, чтобы это был центр, который объединяет множество творческих направлений для детей и взрослых. Вот, и я долго думала, как это все объединить в одном названии. И спорт, и культура, и искусство в одном заведении будут проходить занятия и такого рода, и такого. И решила вот так вот назвать. Здорово. Каким был первый коллектив? Конечно же, первый был танцевальный ансамбль мой, в котором я преподавала. И у меня были детки. Я не хотела, чтобы они все за мной переходили. Вот. Но так сложилось, что часть детей, они сами пришли. Не буду же я их выгонять и говорить, нет, идите, пожалуйста, да. Мне сказали, мы хотим, вот дети привыкли, так и так, мы будем заниматься у вас. Часть деток в процессе, в течение года, они тоже доходили и решили все-таки вернуться. И мне было, конечно, безумно приятно, когда мои клиенты через время ко мне вернулись, еще и в другой части города. И я понимала, что если люди хотят, то их ничего не останавливает. Да. В итоге первый, конечно, был танцевальный ансамбль, с него все и начиналось, но параллельно мы запускали другие направления. Фитнес-йога есть для мам, вот, есть вокал, есть театральная студия для деток от 5 лет. Для взрослых есть альфа-гравити. Вот что такое альфа-гравити? Альфа-гравити – это такой вид спорта. На потолке специальные конструкции, крепкие крепежи, к которым крепятся веревки. И это работа с собственным весом тела. Специальным образом подвешивают за руки и за ноги, и вы работаете с собственным весом тела. Специалисты в этой области работают. Это интересно, да, когда в подвешенном состоянии пытаешься переворачиваться? Это очень сложно. Маневры. Очень полезно для позвоночника, в первую очередь, потому что происходит такое растяжение, да, выдержка. И сложно одновременно, потому что люди, которые без спортивной подготовки не занимались до собственным весом, это нагрузка на руки колоссальная. Каждый, как вы видите, находит свое, кому-то нравится петь, кому-то рисовать, кому-то английским заниматься, вот, а кто-то ходит систематически на альфа-гравити. Каждый может для себя найти свое увлечение. Мы все нарезали. Предлагаю перейти к самому приготовлению, потому что мы все подготовили, лучок, чеснок. Мне уже не терпится. Я предлагаю рис положить в воду, для того, чтобы он начинал готовиться, и параллельно жарить мидии. Пожалуйста, доверю это дело вам. Берем рис. На гарнир, конечно, мы можем все что угодно взять. Но с этим блюдом, с мидиями, я думаю, идеально сочетается больше рис. Помешиваем рис. И такая маленькая деталька, ее многие забывают, это соль. Да, я добавляю обычно, когда рис варю, чуть-чуть растительного масла для того, чтобы он был рассыпчатым и красивым. Сковородка у нас уже прогрелась, мы добавляем туда сливочное масло. Пока наше масло топится, хотела бы вас спросить, с какими
какими сложностями, с какими трудностями вы сталкивались на пути к открытию центра? Я и сейчас сталкиваюсь со сложностями систематически и считаю, что тот, кто не преодолевает сложности, у того не бывает успеха в конце пути. Конечно же, с подбором персонала, вот, поскольку я работаю сейчас не одна, и для меня это сейчас еще тоже не до конца изведанная тропа. Обучаюсь, да, как это грамотно делать, как грамотно разговаривать, ставить цели к выполнению перед сотрудниками и как их реализовывать с наименьшими потерями. Мы добавляем лук. Зарина Ханум, я знаю, что у вас есть дочка, ей 8 лет. У меня есть дочка, Севиля зовут, ей 8 лет. Танцами она, да, занимается, но больше как любитель. К сожалению, не в системе получается у меня ее водить. Она учится в музыкальной школе, помимо школы, на скрипке учится играть. Красота. Бывает ли такое время, когда вы говорите: исполни, пожалуйста, мелодию, и она садится и рядом на скрипке начинает играть? Это каждый вечер при выполнении домашнего задания. У нас при выполнении каждый день нужно, наш преподаватель систематически рассказывает в подробностях и деталях, как необходимо играть. Я очень далека от этого инструмента и вообще игре на скрипке. Мне рассказывают, на что я должна обратить внимание, и поэтому, как правило, мы это делаем, когда я прихожу с работы. У нас каждый вечер игра на скрипке. На начальном... Сопровождаете, контролируете, да? Бабушка наша, она контролирует этот процесс. Конечно, на начальном этапе это были божественные звуки. Вот сейчас уже что-то получается, уже мелодии какие-то красивые даже. Ну, учимся. Она сама выбрала этот путь и сама, можно сказать, заставила меня, чтобы я отдала в музыкальную школу. Именно На этот класс инструмент, скрипки, да? да. Она в 4 года сказала: я хочу играть на скрипке. Вот, посмотрела в Ютубе видео, как красиво кто-то играет, что ее замотивировало. И медленно и верно 2 года мне об этом систематически говорила, что когда ты меня отдашь. Что было последним решением вот отдать дочку в музыкальную школу? Вот, мы работали над организацией фестиваля, я работала в фестивальном центре. К нам приехали скрипачки с нашей Симферопольской музыкальной школы. И я, когда их провожала на сцену, говорю: так и так, откуда вы? Ну, мы познакомились. И они говорят: вот в музыкальной школе мы преподаватели по классу скрипки. Как бы сам просто Всевышний послал для людей. Ситуация такая, Для того, чтобы я, отдала ребенка. Говорю, что необходимо для того, чтобы к вам попасть, как нам можно прослушаться, вообще подходим мы, не подходим. Но тогда моей дочке было 6 лет, а в музыкальную школу берут с 7. И одна из преподавателей, это было зимой, она сказала: давайте вы приходите ко мне в школу, я вас прослушаю, если все подходит, то вы можете попробовать, не поступая в музыкальную школу. Если вы поймете, что это ваше, то с 7 лет мы уже поступим. Ей понравилось, и позже мы поступили уже без вступительных экзаменов, потому что она уже что-то умела играть. Базовые знания были. Да? Есть ли у вас семейные традиции, которые вы соблюдаете? Да, у нас есть семейные традиции. Мы, конечно же, празднуем все наши национальные праздники, поздравляем старших, праздничные дни. У нас есть традиция, в 90% мы придерживаемся, там ужинаем все вместе дома всегда. Это важно. Да. Вся семья собиралась за одним столом. Конечно, младшие уважают старших, читают их мнение и прислушиваются. И если старшие дают какие-то советы, все это обсуждается на семейном совете, и потом уже принимается решение. Не так спонтанно. Здорово. Что в жизни вообще для вас самое главное? Какой сложный вопрос, Эльвина. Философский, да, я люблю философский. Для меня все важно. Я очень ответственный человек, и для меня важно все. Если я что-то делаю, если я в чем-то участвую, то важно, чтобы это было качественно, хорошо, приносило пользу людям, воспитать достойных детей. Конечно же, семья очень важна. Для меня все важно, потому что каждая деталь моей жизни — это составляющая, как звенья цепочки, без которой дальше идти. Пусть не всегда все так, как мне хочется, но я стремлюсь к этому, и мы всегда что-то дорабатываем, усовершенствуем, и в итоге я уверена, что все получится, потому что и команда моя, и я, мы все идем к одной цели. Я понимаю прекрасно, для чего я это делаю. Я тоже в этом уверена. Поговорив с вами, я вижу, что вы человек целеустремленный. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Семья, гармония в семье, взаимопонимание. Мы являемся примером для своих детей. Надеюсь, что моя дочка, когда вырастет, у нее тоже будет и свое дело, и свои цели. И Хасметолса. Да, Хасметолса, конечно, она будет... Возможно, будет у нее возможность в нашей программе рассказывать о своей маме, которая танцевала. Я надеюсь, да. Поджарили лук до золотистого цвета, и я предлагаю погрузить в него уже мидии. Идеально. Виновники нашего торжества. Да. Их нужно помешивать, либо они... Да, мы помешиваем и ждем, пока из них немножечко выпарится вода. Сюда бы я еще добавила креветки.
Было бы вкусно. Ассорти Это было бы блюда. тогда, да, морское ассорти, креветки, кальмары. Конечно, можно все это добавить, но это в следующий раз. Да. Зарина Ханум, интересно узнать, почему многие родители считают обязательно отдать ребенка на танцы? И что делать, если ребенок не хочет идти на танцы, а вот потому что родители заставляют, он идет? Вот знаете, Эльвина, к сожалению, не все родители так думают. Ну, некоторые реализовывают свои какие-то невоплощенные идеи, мечты в жизнь, начинают реализовывать их в своих детях. Конечно, если у ребенка есть к этому интерес, то это важно и хорошо. А если нет, и мама просто хотела быть балериной, но не состоялась в этой отрасли, и ребенка просто насильно в класс танцевальный заталкивает, это, конечно, ужасно, потому что ребенку это не нравится, и, как обычно, исход ситуации очень печален, все бросают, мама нервничает, ребенок плачет и так далее. Если ребенок с удовольствием, ходит, то, конечно, и результата можно добиться в 2 раза быстрее, потому что он хочет, ему нравится, он видит результат, и, конечно, тогда мы получаем то, что хотим. У нас, кстати, есть по этому поводу целый прям курс, он называется «Адекватный родитель». Даже с психологией, да, видимо? Да, связано? он с психологией связан, он для мам. По поводу того, что я имею в виду, по поводу слышать и слушать своих детей, да. Важно услышать своего ребенка, что действительно ему нравится и чем он хочет заниматься. Если нравится, конечно, результат не заставит себя долго ждать. Хорошо, по поводу того, чтобы слушать и слышать. Возможно, нас сейчас смотрят молодые мамочки, детки, которые говорят, ну отдай меня на танцы, ну пожалуйста. Надо отдавать, надо развивать своих детей. Любой вид спорта или искусства, он дисциплинирует в первую очередь. И когда вы даете ребенка, конечно, у него вырабатывается определенный режим, ответственность перед коллективом, что ему надо не подвести. Если это конкурсы, фестивали, помимо того, что мы воспитываем в здоровом теле здоровый дух, мы воспитываем прежде всего дисциплину, и дети, которые занимались или занимаются чем-то, в взрослой жизни, конечно, чувствуют себя, мне кажется, более уверенно. Они понимают, для чего это. Быстрее, на мой взгляд, добиваются каких-то поставленных целей, потому что их приучили этому с детства. А коллектив, как ничто другое, там закалка еще там. Приобретают желтый оттенок или мне это кажется? Чуть-чуть они по приготовлению меняют немножко цвет, но форму не меняют однозначно. Я предлагаю их посолить и приправить, и мы добавляем сванскую смесь. Мы все это дело перемешиваем. Мидии очень быстро готовятся. Я предлагаю, Эльвина, добавить чеснок, уже у нас на финальном этапе наше блюдо. Когда мы добавляем сливки? Вот сейчас мы прям сразу следом за чесноком добавляем сливки. Возвращаемся к принципам. Да. Родители говорят, единственное, что стимулирует, шантажируют, кстати, очень многие родители шантажируют. Так? Да. Не будешь плохо учиться, не будешь ходить на танцы, либо не будешь ходить на пение, на вокал. А выступаете ли вы на мероприятиях, конкурсах всевозможных? Да, мы очень много выступаем. Мы выступаем на конкурсах крымских, благотворительных концертах мы принимаем участие. Нравится ли деткам выступать? Если это девочки в танцах, то, конечно, накраситься, одеть красивое платье. Каждая девочка Даже мечтает в детстве. Да. Для родителей это увидеть тот результат, к которому они идут и ради чего они водят. Конечно, нравится. Это стимул. У нас организовался не так давно фестивальный центр The Fest. Хотим на базе фестивального центра проводить творческие фестивали. И один мы уже провели достаточно успешно в городе Феодосии. Он был в январе месяце. Первый фестиваль крымско-татарской культуры. Нас поддержали наши власти, дали нам добро. Мы только за, и в итоге фестиваль состоялся. Мы очень довольны. Сколько лет существует центр? Центр, он совсем молодой, ему всего 1,5 года. И у нас уже есть даже филиал. Вот за короткий промежуток времени столько всего сделано. Я представляю, что будет через 5 лет. Я очень хочу верить, что все это будет цвести, развиваться. Все, готовы наши мидии. Теперь мы добавляем зелень. Все. Сколько мы ждем? 2-3 минутки мы ждем, и блюдо готово к употреблению. Мы уже готовы презентовать наш шедевр. Да. Дорогие телезрители, наше блюдо готово. Замечательный гарнир мидии в сливочно-чесночном соусе. Зарина Ханум, вы довольны нашим блюдом? Да, я довольна нашим блюдом. Мне кажется, оно получилось такое, как я планировала. Все выглядит вполне аппетитно. Мы сегодня большие Буйрнус. Буйрнус, да. Мы украсили паприкой, и остался последний штрих. Да, мы добавляем зелень. Да. И наше блюдо вполне готово к употреблению. Красота. Плюс еще один рецепт в копилку нашей программы. Я очень рада, что смогла вам в этом помочь, Эльвина.
Рецепт действительно интересный и удивительный. Зарина Ханум, ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. В вашей программе вам хотела бы пожелать процветания, растите, цветите. Чохсагу, у нас будем Вот. стараться. Нашим телезрителям хотелось бы пожелать добра, удачи, крепкого здоровья и не бойтесь экспериментировать, у вас все непременно получится. Всем добра, Самое было приятно главное, добра, поучаствовать. счастья и Да. хорошего настроения. Это точно. Зарина Ханум, Саховна, что пришли к нам в гости. Поделились таким замечательным рецептом. Была рада поучаствовать в вашей телепередаче. Мне кажется, у нас все очень красиво и вкусно получилось. Думаю, наша встреча не последняя. Мы еще встретимся. Обязательно. Дорогие телезрители, желаю вам самого доброго и ясного дня. Пусть день принесет вам интересные встречи, море улыбок и позитивного настроения. С вами была Эльвина Чекиева, Зарина Гафарова, программа «Сопрага Буйрнус», Аштатлоусон, Корышкинди.